Шановные сябры, дорогие коллеги, вітаю у гостинным доме шановнага даследчыка, лемолага, як ён ужывае гэтае слово, і мы раскрыем разам яго сэнс, перакладчыка і папулярызатара творчасці выбітнага пісьменніка Станіслава Лема, гаспадар і адначасова госць гэтага фільма мой суразмоўца Віктор Язневіч. Размова задумалася тому, что 2021 год наших роздумаў, успамінаў, рэфлексій пра великага польскага пісьменніка. Польскі Сейм Рэчы Паспалітай Польшчы афіцыйна з нагоды стагоддзя прызнаў сёлетні год годам Лема, а Лема адпаведна ганаровым патронам 2021 года. У афіцыйнай рэзалюцыі чытаем такую формулу. У сваіх развагах пра стан сучаснага чалавека, наступствы тэхнічнага і цывілізацыйнага прагрэсу ён, Станіслав Лем, бачыў шмат пытанняў, фундаментальных для сучаснай культуры і думкі. Ён перасцерагаў ад негатыўных наступстваў тэхнічнага развіцця цывілізацыі, а яго тэарэтычныя працы і футуралагічныя прагнозы аказваюць значны ўплыў на вызначэнне месца чалавецтва ў сусвеце і прагназаванне яго лёсу. Вось жа цэнтр, аб'ект нашай размовы, геніальны фантаст, найбольшы у Польшчы і адзін з найзнакаміцейшых у свеце, глыбокі мысляр, філосаф, гісторык культуры, футуролог, фельетаніст, публіцыст, паэт, фантаст і рэаліст у залежнасці ад розных жанраў сваіх і твораў. А мой суразмоўнік, яго буйны, значны, прызнаны ў свеце, крышачку меней, як бывае з добрымі энтузіастамі ў сябе на радзіме, але над гэтым працуем, і хай лемаўскі год будзе аказіяй павышанай увагі таксама да выказванняў, да творчасці, да даследаванняў і перакладаў Віктора Язневіча. Вітаю вас яшчэ раз, шановны спадару Віктару. Мы знаходзімся, можна сказаць, у цэнтры вашай калекцыі гадамі збіранай і адначасова ў працоўным кабінеце, дзе вы перакладаеце, дзе вы працуеце з энцыклапедыямі, слоўнікамі, інтэрнэтам, а пераважна з кнігамі. Скажыце, тут у цэнтры калекцыі, як вы ўвогуле адкрылі для сябе улюбёнага пісьменніка? І чаму ён з усіх шматлікіх скарбаў і герояў сусветнай культуры, чаму Станіслав Лем? Как и многие школьники, в детстве я увлекался и читал очень много фантастики, там, как говорится, иногда даже под одеялом приходилось. А жил в Гродно, в доме-музее Элиза Ежешко была детская, не знаю, сейчас тоже, наверное, есть детская библиотека, в которой я пользовался и брал книги, и читал много, в том числе фантастику. Особо Лема в то время еще не выделял, потому что, была и другая литература. Не так много, но тем не менее. А вот уже после выхода, скажем так, в 1972 году фильма «Солярис» Тарковского, я обратил внимание, что это фильм сделан по роману Станислава Лема «Солярис». Естественно, что заинтересовался уже более тщательно, решил познакомиться с творчеством Станислава Лема, и прочитал несколько книжек. Уже когда переехал в Минск, потому что поступил на факультет прикладной математики Белорусского государственного университета, тогда напротив ЦУМа был такой букинистический магазин, напротив парка Челюскинцев магазин «Дружба». Там много книг было на польском языке, которые хотелось прочитать. А так как я жил в Гродно в детстве, то есть, в общем, польский язык
уже знал, потому что слушал польское радио, смотрел польское телевидение, родственники в Польше ездил неоднократно, поэтому с польским языком был знаком, ну и решил что-то прочитать. Познакомился с Лемом уже более досконально, потому что читал его те произведения, которые на русском языке еще не были изданы. То есть вот, ну и читая его произведения, ну, был поражен, то есть теми проблемами, которые он поднимает, как он их представляет, те идеи, которые содержатся в его произведении. Во всяком случае, в нем я нашел, ну, может быть, то, что искал в другой литературе. У него есть там и детективы, и философия, и шутки, и юмор, ну, и стихи, и все есть. И причем он над каждой своей книгой работал очень долго, то есть у него нет такого, чтобы на поток. То есть он старался не повторяться во всех своих книгах, поэтому каждая книга была что-то новое для себя, находил очень интересное. А вы не помните гэтую кропку, гэтую книжку, может быть, гэтая метафора, гэтую цікавую думку, коли вы сказали, оп, гэта мое, гэтым я буду заниматься? Вот две книжки. Это как раз книжки 71 и 75 года, которые вот оказались решающими. Первое – это «Досконало пружная», ну, в русском переводе «Абсолютный вакуум». Это сборник рецензий на несуществующие книги. То есть Станислава Лема в 1971 году начался новый этап, так называемый литературно-экспериментаторский. То есть он уже объявил, что ему перестало интересно быть и писать большие романы. Идей много, а для того, чтобы написать какой-то роман, нужно посвятить год-два, а у него, так сказать, времени ограничен, поэтому он стал свои идеи, своих произведений, которые можно было бы воплотить в какой-то роман, он отдельненький маленький рассказ, типа рецензии на несуществующую книгу. Вот здесь меня поразило то количество идей, то есть рецензия на какую-то несуществующую книгу, но в ней очень много идей, которые, может быть, послужить источником для нескольких романов, не только для одного. Ну, а основное уже для меня, то, что это было последней каплей, что называется, это вот книжка «Маска», сборник вышел в 1975 году. В нем есть такой рассказ, повесть, даже если по таким большего размера, это «Профессор Доньда». То, что меня больше всего поразило и понравилось, есть такой закон Доньды, который звучит так. То, что может малый компьютер сделать с большой программой, это же может сделать большой компьютер, имея программу малую. Отсюда логический вывод, что бесконечно большая программа может выполняться сама, то есть без какого-либо компьютера. Так как я как раз занимался программированием, то этот закон для меня был как бальзам на душу, то, что в компьютерной технике самое главное – это программы. Мне здаецца, тэолагі тут мусілі б ажывіцца, бо адно з тэхнагенных апісанняў Бога ці нейкай вышэйшай сілы прыгучала. Здесь как раз есть именно и возникновение мира. Накапливание информации вызвало взрыв, который положил начало возникновению мира. То есть вот здесь в этой же статье, в этой же повести есть и такая идея, там еще и другие есть идеи. То есть вот количество идей зашкаливает. А якія былі вашы першыя крокі? Даследчыцкія ці перакладчыцкія, ці яны былі адна? Упомніце той момант, калі вы набраліся нахабства? Так, я паспрабую перакласці. Ну вот как раз это уже было, когда я закончил университет и поступил, работал в Минском производственном объединении вычислительной техники. Ну вот решил попробовать перевести для друзей и рассказы некоторые, которые не были к тому моменту переведены на русский язык. И вот один из таких рассказов был как раз первое, в чем я себя попробовал в качестве переводчика, это был на одну из ненаписанных, самую маленькую, естественно, для начала выбрал, но как раз именно из этого сборника «Абсолютная пустота».
А калі вы прыдумалі сябе як бы сабе калекцыянерскую задачу, быў нейкі вот у сярод афарызмаў Станіслава Лема мяне зачапіла у суме тэхналогіі ёсць пра чалавечую культуру, да? Чалавечая цывілізацыя як карабель, але збудаваны без планаў, да? А калекцыя, сярод якой мы знаходзімся, яна мела нейкія ўступныя планы ці складалася спантанна у працэсе, ужо праз гады вы зразумелі, што гэта калекцыя. Вот з чаго гэта пачыналася? Ну вот как раз когда я читал Лема еще и в студенческое время, и уже потом во время работы, ну все книги, которые удавалось купить, приобрести на польском или на русском языке, то есть я просто их сохранял, хотя ну, другие книги, которые я читал, покупал в букинистическом магазине, возвращал в букинистический магазин. Но то, что меня наиболее зацепило, искал их, разыскивал, хотел иметь. Калі мы побач з кніжнаю шафаю, вот, может быть, просто пачынаючы з паліцаў, калі якіх мы сядзім, вы сядзяце, патлумачце, калі ласка, пракаментуйце, якая тут логіка, да? Ну, логика, вот сверху 3 верхних полки – это книги Лема на польском языке. Тут очень много первых изданий, но, во всяком случае, полностью охватывает все, что было издано Лемом в книжном виде. Ну, ниже полка – это книги с автографами, которые, так сказать, в процессе работы над Лемом имел счастье и возможность знакомиться с многими исследователями. Можете показать что-нибудь, чем вы ганаритеся? Автографы самого Станислава Лема. И что для меня важно и ценно, это именно то, что он расписался на моей первой книге его переводов. Эта книга вышла в 2005 году, был конгресс переводчиков польской литературы в Кракове, и одновременно лимологический конгресс. И вот я Лему подписал эту книгу. Потом, ну и мне было потом, что еще приятно, я в польском журнале обнаружил фотографию, где фотография Лем в доме, перед ним журнальный столик, а на журнальном столике лежит эта книга. Начиная с 1993 года по 1999 Станислав Лем по просьбе польского компьютерного еженедельника PC Magazine по-польску, он ежемесячно писал такие статьи, эссе на компьютерные темы. Кто занимается и изучает вопросы компьютерной техники, вопросы особенно искусственного интеллекта, нужно им познакомиться именно с этой книгой. Но так как до сих пор все в основном переводчики Станислава Лема это были филологи, там историк, филологи, ну, в общем, для них, я понимаю, эта тема компьютерной технологии, причем написано на высоком профессиональном уровне, ну, все-таки для многих это было, наверное, неподъемно. И поэтому терминология незнакомая была. То есть, да? ну, это совершенно новая тема, а я как раз в этой теме этим и занимался. Более того, я же кандидат технических наук именно в области компьютерной техники, в области информатики. То есть это была моя тема, это я их изучал досконально и очень, естественно, понимал, и очень было интересно это читать. Поэтому я решил, так как переводов этих статей не появлялось, я решил их сделать. Наступное пытанне не можа не вынікнуць з гісторыі пра аўтографы. Вы сустракаліся, вам даводзілася бачыцца з Станіславам Лемам. Можа быць, раскажыце пра што-небудзь, што вас найбольш уразіла? Вы так яго сабе ўяўлялі? Ці пацвердзіла гэта, ці зусім іншым ён выявіўся? Ну, я встречался несколько раз. Первая это была встреча в 1999 году. Узнал, что у него будет презентация книги «Мегабитовая бомба». Это как раз у меня есть в 1999 году. Ну, я узнал, где это будет, и решил съездить. Книгу тоже мне подписал. Взял перевод Станислава Лема. Был книга
«Солярис» была переведенная на белорусский язык. Шановний Анатоль Бутевич, Бутевич, схованный под своим литературным псевдонимом. Максим Волошко, да. Ну, а как раз взял эту же книгу с собой. Несколько экземпляров взял «Соляриса». Ну и поехал на встречу с ним, отписал у него «Солярис». Как оказалось, что он не знал, что до сих пор был издан «Солярис» на белорусском языке. Это для него было новостью. И я ему как раз себе подарил эту книгу. Ну и это, так сказать, моя первая встреча со Станиславом Лемом, в общем-то, вызвала международный скандал. Потому что он эту книгу взял, но поручил своему секретарю, чтобы он разобрался, почему он не знает, и что там при оказии с авторскими правами? Да, да, что, чему это происходит. Дзе Лем найбольш пільна, найбольш важна спрацаваў як прогноз, як папярэджанне? Его задача не была выдумать, лишь бы, ну, как что-то такое, какое-то техническое новшество. Говорит, в этом проблем бы не было, но важно, будет ли оно применимо, послужит ли оно людям. То есть его интересовало в первую очередь вот в фантастике, в прогнозах, ну, социальная функция фантастики. Ну и при этом он опирался, опять же, на эволюцию, скажем так, то есть на природу. Это позволяло ему делать выводы, которые в конце концов во многом оправдывались. Поэтому он уже прекратил писать беллетристику в 1989 году, переключился чисто на философию, публицистику, потому что он говорил, что сейчас такие времена, боюсь, что что-то такое выдумаю, что мне самому не понравится, и поэтому лучше я об этом не буду уже и писать. Скразная думка про адказнасць пісьменніка за тое, што ён робіць, але з іншага боку і сацыяльныя нейкія функцыі таго, што ён робіць. Калі мы ўжо сярод экспанатаў вашай калекцыі, чаму і практычна, і тэарэтычна яна тут і сёння можа паслужыць? Ну, во-первых, конечно, только именно благодаря этой коллекции мне удалось написать книгу «Станислав Лем». Вот в Минске была такая серия книг мыслителей 20-го столетия. Ну и вот здесь как раз книга, она завершает эту серию, потому что здесь, если, скажем, половина книги – это, ну, собственно, творчество Станислава Лема, то вторая половина книги – это высказывание Лема о мыслителях 20-го столетия. Ну, а для того, чтобы выбрать и опубликовать, и перевести высказывания Станислава Лема обо всех этих мыслителях, нужно было иметь все книги Станислава Лема. Но книги не так, это еще не все. Нужно иметь было все его статьи, опубликованные на польском, есть статьи, опубликованные только на немецком языке, есть опубликованные только на русском языке, есть на английском языке. У меня есть много и не опубликованных писем Станислава Лема, которые я получил от его секретаря и сына. То есть, ну, вот все это позволило написать эту книгу. Но, ну и поэтому, зная что у меня такая коллекция, поэтому ко мне очень многие исследователи Лема со всего мира, можно сказать, из Германии, из Польши, из Америки обращаются, задают какие-то вопросы. По консультации? Именно проконсультироваться, где, когда, на эту тему Лем писал, или есть какая-то фраза, это Лема или не Лема, проверить. Ну, а вот что касается уже 2000 вот этого года столетия Станислава Лема, проект цитата Лема, ежедневная цитата Лема, 365 цитат Станислава Лема. То, что помещено на сайте в 3 языках, польский, русский и английский, еще дополнительно в комментарии дается на немецком и еще на каком-нибудь языке. То есть это все я подготовил, и это все вот выдается на официальном сайте Станислава Лема. Но эти вот 365 цитат, это из подборки, из 2000 цитат, которые я выбрал со всех работ Станислава Лема. Поэтому вот сейчас надеюсь издать эти цитаты. Я, уласна кажучи, хотел спытаться, с чым вы, як лемолог, пришли до юбилею? Сборник цитат
2000 цитат со всех произведений Станислава Лема. Ну, скажем, из этих 2000 цитат на русский язык было до меня переведено 1600. Это из опубликованного на русском языке. 400 цитат это пришлось самому переводить, это из неопубликованного. Например, сейчас уже взялись переводить на английский язык, то около 1000 цитат это то, что в опубликованной части, 1000 цитат сейчас переводят. Знаю, что переводят эти 2000 цитат на македонский язык, на немецком языке там нужно будет перевести порядка 600 цитат. Так что, во всяком случае, надеюсь, надеюсь, что все-таки будет издано это и на белорусском языке. На белорусском нужно будет перевести порядка 1800 цитат. Потом второй сборник подготовил, это библиография Станислава Лема, всемирная библиография Станислава Лема, это порядка 700 страниц нон-фикшн. Ну и третий такой уже больше развлекательный сборник для переводчиков в первую очередь, интересующимся языками. Это фрагменты произведений Лема на всех языках, на которых они были изданы. У меня получилось вот такой сборник, тоже где-то получится страниц 250, но там фрагменты произведения Лема на 60 языках. Ну і наші шановні глядачі не даравалі б мне, каб я, карыстаючыся з сітуацыяй, не папрасіў вас выступіць у ролі не толькі эксперта і апавядальніка, але непасрэдна экскурсавода по вашей коллекции. Две этих полки, это как раз то, в общем-то, то, что мне удалось издать, и что было издано непосредственно с моим участием. То есть либо мои переводы, либо мои статьи Станислава Лема, которые были уже изданы в 8 странах, там, Германии, Великобритании, в странах Болгария, Польша, естественно, Россия, Украина. Здесь это вот журналы. Еще много газет, около 100 газет, то есть журналы, книги, где есть либо цитаты мои, либо ссылки на мои работы. Главным образом, конечно, переводы. И вот то, что еще можно сказать, это последнее издание на польском языке, это «Мировая история польской литературы и интерпретации», издательство Ягеллонского университета. Что само по себе тоже говорит о важности издания. Но здесь как раз 26 интерпретаций, 26 статей авторов со всего мира. Это как воспринимают польскую литературу во всем мире. То есть сборник всемирной оценки польских шедевров польской литературы. И вот как раз для этого сборника я написал, то есть достаточно большая статья, написал статью, естественно, о Солярисе Станислава Лема, о том, как он воспринимается в русскоязычном мире. В том числе пишу, что это уже стал элементом культуры. Он во многих уже местах упоминается, даже без упоминания Станислава Лема. Скажем, есть и такой, в психологии есть эффект Солярис, когда кому-то кажется, что он, какие-то уже умершие люди являются ему. Космонавты тоже на орбите называли эффектом Солярис, когда они во сне видели своих близких родственников, они им это называли эффект Солярис. Сверху 3 полки – это книги на русском языке. Но вообще всего на русском языке было издано 330 книг на Станислава Лема, из них порядка 250 – это чисто авторские сборники, либо отдельные романы. И остальные – это его публикации в различных сборниках. Есть тут, конечно, и первые издания, и последние. Отдельная полка – это книги Солярис. Здесь они на 35 языках. Интересная иллюстрация. Например, японская книга проиллюстрирована кадром из Соляриса Тарковского. После того, когда в Голливуде вышел Солярис режиссера Содерберга, то очень многие начали издавать книги. Место Баниониса почал Джордж Клуни. Джордж Клуни, например, эти все это чешская, французская, английская, польская. Они. Станислав Лем, конечно, критиковал Тарковского. Встретились 2 гения, каждый со своей точкой зрения, поэтому это 2 гениальных произведения. И фильм Тарковского, естественно, Солярис Станислава Лема.
Здесь книги на английском языке, тоже такое красивое оформление с иллюстрациями. Полка книги Лема на немецком языке. Общий тираж книг Станислава Лема считается порядка 40 миллионов, вот из них 13 россияне, около 10 немцы, порядка 7,5 миллионов сами поляки издали. А наколькі моваў на сёння, якая статыстика? Кажут, что больше за 40. Ну, Ведаеце скажем так, дакладна я лічбу? так точно знаю, сколько. Ну, назовем так, около 50, потому что здесь еще, как считать, есть отдельные там фрагменты переведены, считать его или не считать. Ну, в качестве языка-то можно посчитать. Во всяком случае, на языках 50, потому что, ну вот, что точно могу сказать, «Солярис» переведен на 42 языка. Ну, это здесь полка, это книги о Станиславе Леме. Ну, еще полочка «Занимательная математика», которая тоже была не чужда Станиславу Лему, особенно вот он много где упоминал вот эти две книги Норберта Винера. Это «Кибернетика», первое это на русском языке издание, и книгу «Я математик». Что касается кибернетики, то интересно, он, когда написал свое произведение известное «Магелланово облако», там оно во многом посвящено кибернетике, но там, так как в то время, когда он писал, это был 54-55 год, кибернетика была запрещена в Советском Союзе, ну и, соответственно, точно так же в Польше это считалось, так сказать, буржуазная лженаука, поэтому в «Облаке Магеллана» Станислав Лем кибернетику называл механоэвристика. Но уже когда издавали ее, переводили на русский язык, это был 59 год, то уже в то время кибернетика была реабилитирована, и поэтому Вернули опальное в слово. самом первом издании Магелланового облака на русском языке вместо механоэвристика уже написано кибернетика. То есть в этом плане до сих пор издается вот на русском языке кибернетика, а на польском механоэвристика. Падару Віктор, а што акрамя кніг уваходзіць у вашу коллекцию? Ну, кроме книг, это вот то, что здесь, это как раз те материалы, которые позволяют и необходимы для работы. Это копии его статей, интервью на русском, на польском языке. Ну, например, вот статьи Станислава Лема с 46 по 90 год. Здесь они копии, ну, с какими-то надписями, спечатанными, подписанными. То, что необходимо использовалось для работы, ну, при написании книги, естественно, ну и здесь подборка все, что издано Станислава Лема на белорусском языке. Тоже копия здесь и художественная, и нехудожественная. Станислав Лем когда-то я такую подборку сделал и оформил в виде книги. Тоже послал Станиславу Лему. Есть «Пионер Беларуси», вот есть. Як уцалеў сусвет? Раскажите, калі ласка, што гэта падобная вокладкаю на вашу книгу? Книга, а раз книга, значит, имеет свои страницы. Но вначале оно оформлено в виде такого филателистического карт-максимума, где какая-то открытка и марка, соответствующая на эту же тему. Но здесь вот эта книга, для меня она важна и ценна, потому что в этой книге я упоминаю очень много исследователей творчества Лема, и, в общем-то, большинством из них я встречался, соответственно, каждый оставил здесь свой автограф, поэтому в этой книге порядка 40 автографов, ну, вот из того, кто... 40 автографов героя у книги. Ну, или здесь, скажем так, в заключительной части книги, в заключении, я всех основных лемологов, так сказать, мира, я задал им один вопрос, кто, по их мнению, Лем больше, философ или писатель. Ну, и вот каждый ответил на этот вопрос, ну, просил несколько предложений. Каждый ответил на этот вопрос. Тут ответы разные. Есть, что он больше писатель, есть, что больше философ, есть, что 50 на 50, есть, что это вообще глупый вопрос, есть, что на такие вопросы сложно отвечать. Там, ну, и все, что угодно. У каждого человека свое мнение, но, тем не менее, они вот все эти 40, больше 40 мнений собраны.
Ну, поэтому здесь мнение, ну, скажем, таких более известных, не только писателей. Например, здесь есть мнение, специально для этой книги ответил Борис Стругацкий. Здесь Яцек Дука есть. Потом из переводчиков, известный переводчик американский, это Майкл Кандель. Ну, Ежи Ежемский здесь, естественно, что без него никак. Это у нас лимолог номер 1 Польши. Вообще, по теме Станислава Лема в русскоязычном мире было издано защищено 3 кандидатских диссертаций. Вот 2 из них в Беларуси, что можно отрадно отметить. Это вот из Гродно Данута Мышко и из Минска Станислав Солодовников. То есть это такая вот ценная своими автографами книга. Ну а так книга раскрывается. Здесь вот информация, связанная с Лемом. Фотографии. Вот то, что я говорил, вот фотография Станислава Лема, где у него на журнальном столике лежит вот эта вот книга «Молох». Название тоже предложил Станислав Лем. На 90-летие Станислава Лема в Национальной библиотеке в Минске была организована вот выставка моей коллекции. Ну и тогда же была выставка отдельная, выставка «Солярис». Ну вот в 1973 году Станислав Лем выпустил важную статью моим читателям, где он сказал, что ему уже перестало быть интересно писать какие-то романы. Он больше ориентируется на литературные эксперименты. Это письма Станислава Лема на разных языках. Здесь шаржи Станислава Лема. Ну, из известных, например, это вот Анджея Вайды, рисунок Станислава Лема. Ну вот это вот тоже мое творчество. Есть история такая, связанная с американским писателем Филиппом Диком, который в свое время писал доносы в ФБР на то, что Станислав Лем – это не писатель, потому что один человек не может писать с такими различными стилями. Целое бюро. Целое бюро коммунистическое, которое работает вместе там с профессорами в Америке для того, чтобы, ну, каким-то образом разлагать американское общество. Но вот если бы, ну, он говорил, что Станислав Лем – это не один человек, это целый комитет, и поэтому за названием Станислав Лем стоит что-то иное. Вот если бы он догадался, что если посмотреть Станислав Лем в качестве… Прочитать как аббревиатуру, как аббревиатуру, где Сталин, Ленин, Энгельс, Маркс, то это было бы, для него это было бы стопроцентным доказательством. Ну, это уже связано с моими публикациями, а это, собственно, рисунки Станислава Лема. То есть, ну, использованы они во многом при иллюстрации его, в основном, «Кибериады» и «Звездных дневников» Иона Тихого. Есть у него такой цикл рассказов. Ну, это майки. Для фанов. Для фанов, да. То есть были выпущены. Ну, и здесь портреты Станислава Лема. И вот, если кто-то может помнить, был такой итальянский стиральный порошок Лем большими буквами. Вот, и он был у нас в Минске, то есть, ну и как видно в Кракове у Станислава Лема тоже он был. Вот такая большая коробка, там мне килограмм 5, наверное. Ну и вот у меня как раз тоже пользовались этим порошком, не помню, это 70-е годы какие-то. Но тем не менее, вот коробка не сохранилась, но буквы я вырезал. И вот они как раз мне пригодились в качестве иллюстрации фотографии Станислава Лема. Это майка, еще одна майка. И здесь, собственно, уже история этой фотографии, потому что ну, такая несколько нетривиальная фотография. История этой фотографии, публикации Лема с этой фотографией. Ну, это вот за книгу свою она была присуждена Беляевская премия «Двойная звезда в России». Она была признана лучшей биографической книгой, изданной на русском языке в 2014 году. На 95-ю годовщину рождения Станислава Лема во Львове был организован фестиваль. При въезде в город Львов, там написано, есть такая скульптура, написано «Львов, город льва». То на время этого
фестиваля была такая вставочка, что Львов – город Лема. Еще при жизни Лема в 2005 году состоялся его футурологический конгресс. Плакат с тех времен. Здесь страничка посвящена именно изданию Станислава Лема на белорусском языке, вот как раз в новинах. К 75-летию Лема в России была издана специальная газета тиражом 100 тысяч экземпляров «Звездные дневники». В 2014 году в Минске появился журнал «Космопорт», журнал фантастики. И в какого-то момента в каждом номере я публиковал высказывания Станислава Лема о самых известных писателях-фантастах. Может быть, скончым гэтую размову пажаданнем нейкім з вечнасці ад Лема. Мы ведаем, што ягоны талент афарызму, афарыста, от пра тысячи крылатых словаў вы казалі, што ўдалося сабраць. На память приходит больше, наверное, связано и уже и с моим возрастом. Суть старости в том, что приобретаешь опыт, которым невозможно воспользоваться. Фірмовая іронія і самаіронія Лема чуецца ў гэтым. Ну, он сам себя называл оптимистом. То есть немножко оптимист, немножко пессимист. Я, может быть, згадаю таксама, дзякуючы і вашай працы, ёсць гэтая старонка на сёння да 365 на кожны дзень афарызмаў Лема. Гледачы могуць знайсці гэта, выгугліць на старонцы. «Рок» Лема называецца. Лем, по-моему, заўсёды мог, па-першае, меў мужнасць інтэлектуальную глядзець у бездань, не хавацца ад сваіх і агульначалавечых страхаў, але разам з тым знаходзіць больш універсальны пункт, ракурс, наводзіць оптыку так, што робіцца не страшна, што мы з нейкай універсальнай вечнасці на гэта глядзім. Напрыклад, Саляріса. Тое, што адбылося, можа быць страшна. Але найстрашнейшае тоже тое, чаго не адбылося ніколі. Ці не універсальнае суцішэнне з берага жыцця, як тоже бы глядзець такое оптимистическое. Так. Шчыры дзякуй перакладчыку, даследчыку, папулярызатару Лема, калекцыянеру і гаспадару, можна сказаць, калекцыі музея, лемолагу Виктору Язневичу. Спасибо вам за то, что интересуетесь. Спасибо за то, что предоставили возможность рассказать о коллекции, о своем увлечении Станиславом Лемом. Шчыры дзякуй ад нас абодвух уже польскаму інстытуту, польскаму інстытуту ў Мінску, які нестомна ініцыюе культурныя падзеі і будуе масты паміж Польшчай і яе культурай і намі, Беларусю.